Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Слідчий комітет. Згодно з обновленим рішенням Гродненського обласного совету депутатів от 12 кастричника 2017 года номер 286 школьники мають право безплатного проезду у городском транспорте у период с 1 вересня по 30 червня. Областная карта получается, билет получается, а модулярный со школы установленного вуза. Слідчий комітет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – вулиця Богуцького. Автобус рухається по маршруті номер 30. Комбинат будовничих материалов. Улица Ольшанская. Открытое акционерное общество «Автобусный парк города Гродно» напоминает, осуществляя безбилетный проезд, вы совершаете административное правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность и внесение в единую государственную систему регистрации и учета правонарушений, а также наложение штрафа в размере половины от одной целой базовой величины. Улица Богуцкого. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – улица Урублевского. Уважаемые пассажиры, для оплаты проезда не забывайте свои деньги. Прикладывайте электронный проездной документ к кандидатам. Уважаемые пассажиры, открытое акционерное товариство «Автобусный парк города Гродно» объявляя набор на курсы подрыхтовки кіроўцаў автобусов и троллейбусов с наступным працаўкаваннем. Па ўсіх пытаннях звяртацца да кіраўніка підприємства на телефоне 50 90 04.
Помылился. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Колледж техники, технологии и дизайн. Поважанные пассажиры, при уваходе в транспортный срок пассажир обязан укласти электронный проездный документ до валидатора незалежно от виду проездного документа. Пассажир, який не приклав електронний проездний документ до валидатора, лічиться безбілетним. Саша там, наверное, на 7 лет. Нормально, да. На 7? Правда же в этот день? Колледж техники, технологии и дизайну. Смола, сестра набрала. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Радіохваль. Автобус накіровується в маршруті номер 30. Комбінат будівничих матеріалів. Вулиця Ольшанская. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Моя тоже Люда была. Собрать весь класс. Совершенно я вообще у него спрашиваю, если спросить у него, да, что ты там хочешь, он сценарий будет на несколько листов. Не знаю, малой. То есть на эти часа он не приходит, а бабушка или сюда, ты ничего не надо. Ничего не надо. Заходишь там, приезжаешь, давайте быстрее, все нормально, все пошло. Идеально. Смотри, как не прокатывает. Там другой сценарий. Извините, сценарий. Это тоже дошло. Иди сюда. Радіохваля. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок витворчість автоагрегатів. Уважаемые пассажиры, для оплаты проезда не забывайте свои деньги и вкладывать электронный проездной документ в валидатор. Уважаемые пассажиры, будьте взаимодействовать. Заступите место пожилым людям, инвалидам и пассажирам с детьми. Витворчість автоагрегатів.
Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Соседи сказали, что внук пропал без дома. Попросили перевести деньги. Я так испугалась. Мошенники используют страх и доверчивость. Они звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов, работниками коммунальных служб, банковских организаций, даже вашими родственниками. Их цель – заставить вас перевести деньги. Запомните, настоящие сотрудники банка никогда не просят сообщить перевод или перевести деньги. Сотрудники правоохранительных органов не решают проблему по телефону. Если вам звонят и просят деньги, прервите разговор. Позвоните родственникам или в милицию. Проверьте информацию. Будьте бдительны. Не дайте себя обмануть. Молочный мир. Там порой даже человек уже не знает, как себя вести. Вот такой вот реакции. Пытаются сгладить продавец, да? Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Мини-рынок «Девятока». Автобус накіроўваецца по маршруте номер 30. Комбинат будаўнічых материалов. Улица Ольшанская. Дорогие гродненцы и гости Гродно, поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая в 10:45 начнется акция «Беларусь помнит». Затем состоится митинг, после которого в течение дня на площади Ленина будет идти праздничный концерт. Вечером выступит Петр Елфимов, а в 21:55 споем День Победы, и небо украсится праздничным фейерверком. В этот день улица Советская окунет всех в атмосферу военных лет. Площадь Советская пригласит на музыкальный парад оркестров, а вечером в кинозал под открытым небом. Давайте вместе отпразднуем этот великий день, День Победы. А вот эти даже брюки, это просто женские. Да. Там было что плохо, что плохо. И я просто отпустила эту ситуацию. Я с вами говорила, хотите вдвоем ездите, хотите там весь мир, позволите, что вы забирали в я не поеду. Все, мы, наверное, пару раз шли. Потом тоже. Да, и потом тоже сказала, я не буду, я не буду без папы, да, позоришь. Мне дальше сегодня надо. Мини-рынок «Девятока». И все, было 33 года, пока мы приезжали в деревню, Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Улица Ольшакова. Автобус накіроўваецца по маршруте номер 30. Комбинат будаўнічых материалов. Улица Ольшанская. Гродненский завод торгового машиностроения приглашает на работу наладчика холодно-штамповочного оборудования, сварщика на машинах контактной сварки, токаря и инженера-конструктора по электрической части. Достойная заработная плата. Ждем по адресу город Гродно, улица Тимирязева, 16. Справки по телефонам плюс 375 33 310 40 и 62 50 21. на своего молодожена. Когда еще вторая смена, но она тоже другая, в одной и той же кофте. А что можно нормально
улица Курчатова. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – улица Таулая. Уважаемые пассажиры, при входе в транспортное средство пассажир обязан приложить электронный проездной документ к валидатору вне зависимости от вида проездного документа. Пассажир, не приложивший электронный проездной документ к валидатору, считается безбилетным. Заведи. Улица Таулая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – улица Подкрыжацкая. Автобус накіроўваецца по маршруте номер 30. Комбинат будаўнічых материалов, улица Альшанская. Их именами названы улицы. Он видел две войны. Свою последнюю застал в гробе. Сбегал. И снова был в плену. И снова сбегал. Командир стрелковой дивизии получил тяжелое увлечение. Это будет после середины. Александр Васильевич Болдовский, единственный в истории Великой Отечественной генерал, которому удалось дважды сбежать из вражеского плена. Имя генерал-майора Болдовского носит одна из улиц города Гродно. Улица Подкрыжацкая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – улица Магистральная. Уважаемые пассажиры, для оплаты проезда не забывайте своевременно прикладывать электронный проездной документ к валидатору. Открытое акционерное общество «Автобусный парк города Гродно» напоминает, осуществляя безбилетный проезд, вы совершаете административное правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность и внесение в единую государственную систему регистрации и учета правонарушений, а также наложение штрафа в размере от половины до 1 базовой величины.
Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – поликлиника номер 5. Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное видение Беларусь предупреждают, это влечет наложение штрафа до 20 разовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать или снабдить газоиспользующие автомобили. Обратитесь к снабжающей организации. Утвердительные данные газовой службы должен предъявить удостоверение и водительское задержание. Эти самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Двери зачиняются. Наступний припинок Гандлёвый центр «Корона». Автобус накіроўваецца по маршруте номер 30. Комбинат будаўнічых материалов. Улица Ольшанская. Уважаемые пассажиры, для вашего удобства рекомендую использовать систему электронной оплаты проезда «Нативный Безбанк» до пришибы в В салонах транспортных средств размещены QR-коды, позволяющие осуществить мгновенную оплату. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Державтоинспекция. Уважаемые пассажиры, для оплаты проезда не забывайте своевременно прикладывать электронный проездной документ валидатор. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не даете возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Державтоинспекция. Согласна. Как там мама говорит? Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – проспект Кремлевская. Уважаемые пассажиры, Да, где 10 будьте часов нет. взаимно ветливыми. Заступите место пожилым людям, инвалидам и пассажирам с детьми.
больше нет? Ну да, то да. Асцярожна, дзверы зачиняюцца. Наступны прыпынак Румлёва. Аўтобус накіроўваецца па маршруце нумар 30. Камбінат будаўнічых матэрыялаў, вуліца Альшанская. Победа футбольной команды. Первый поцелуй. Школьный выпускной. Университетские годы. Эти моменты не купишь за деньги, но потерять их – большая трагедия. Не рискуй свободой, не соглашайся на легкие заработки в наркотах. Одно неверное решение лишит тебя самых важных лет в жизни. Думаю, вышла тема. Румлёва. Асцярожна, дзверы зачиняюцца. Наступны прыпынак Грандиозно забавляли центр Тринити. аўтобус накіроўваецца па маршруце нумар 30. Камбінат будаўнічых матэрыялаў, вуліца Альшанская. Уважаемые пассажиры, для оплаты проезда не забывайте свои имя. Выкладывайте электронный проездной документ кандидата. Милиция и Гродненщины по-прежнему... Я